Приветствую вас, дорогие телезрители, в эфире программа News on Air. И с вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. Вот и отгремел первый юбилей телеканала «Якутия-24». Коллектив в этот день подготовил для зрителей массу интересных и необычных выпусков. Ребята показали работу телевидения изнутри. Ребята, выезжаем на съемку. Не забываем карту. Поделились казусными моментами. В сторону. Я уже запутался. Нам нужно просто повторять движение, да? Да. Вероятно, да. А я знаю. Так, да. Я совсем уже поплыл. Сохраняют тепло, при этом в нем, оказывается, можно очень хорошо выспаться можно. Рассказали и о том, как помогали людям в решении проблем. Здесь, в этом неприметном месте, находится заведение с большой историей, социальная столовая. Сюда приходят те, кто действительно нуждаются в помощи и поддержке. Именно поэтому социальная столовая не должна оставаться без внимания. А еще в роли ведущих попробовали себя наши коллеги из пресс-служб министерств и ведомств. Внимание, запись пошла, читаем. Так, подождите, я не поздоровалась. Якутия обещаю в первоочередном порядке отправлять пресс-релизы по наиболее резонансным. Профессионально. Это было обещание, да? Это была подстава. В общем, день прошел на полном позитиве. Ну а под конец эфирного дня те, кто уже закончил работать, вышли на улицу и поздравили наш телеканал в прямом эфире. И нас в этом поддержало наше руководство. Генеральный директор НВК «Саха», директор Якутии-24, а еще наш почетный гость, руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций главы республики и правительства республики Афанасий Ноев. Дорогой наш телеканал, с днем рождения! Якутия-24! Дальше! Всем отличного настроения! Оставайтесь с нами! Смотрите Якутия-24! Все, коллеги, мы завершаем наш праздничный эфир. Сегодня с вами работала вся наша студия Якутия-24, мы, коллеги, все, кто создает контент. Всем отличного настроения, оставайтесь всегда с нами на Якутия-24. Марферина, спасибо, мы присоединяемся к поздравлениям, мы благодарим за теплые слова. Ну а я, в свою очередь, хочу добавить, что несмотря на то, что я работаю в этом коллективе меньше года, уже успела всех полюбить как родных. Полюбила эту атмосферу позитива и вечной спешки. Огромное количество людей, с которыми я знакомлюсь. Бывает, что за день берешь до 20 интервью, а это 20 новых людей. В общем, я очень рада, что встретила этот юбилей в этом огромном и позитивном коллективе, который дружно выполняет одну работу вот уже 5 лет. Первому в истории Якутии педагогу, получившему звание народного учителя России, вручили 1 000 000 рублей. Так торжественно открыли год педагога и наставника. Виктор Филиппович Потапов не просто обучил физике уже 1000 учеников, но и разработал собственную систему преподавания, которая помогает легче усваивать материал. В этом году педагог планирует выпустить авторский сборник методических рекомендаций. Кандидатские диссертации в области физики и техники, молодых преподавателей и аспирантов. Огромный вклад в становление и развитие естественно-научного образования в республике. Укрепление конкурентоспособности образования нашей республики на российском рынке. Глава столицы Евгений Григорьев во время отчета перед работниками здравоохранения озвучил, что количество жителей Якутска достигло 372 928 человек, а это почти на 100 тысяч больше, чем 10 лет назад. Тогда население составляло 278 406 человек. Отличный результат, правда? Впрочем, развитие самого города тоже не стоит на месте. Якутск официально признан самым быстрорастущим городом на Дальнем Востоке. У нас строится множество значимых социальных объектов, и не только в центре. Так, 1 февраля в микрорайоне Марха распахнул двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором есть бассейн и каток.
А в дальнейшем планируется и тренажерный зал. Каток сделан по олимпийским стандартам – 30 на 60 метров. В бассейне 6 дорожек для пловцов с опытом и, конечно, есть малая ванна для дошкольников. Тем временем артисты Государственного театра оперы и балета ездят с гастролями по Вилюйской группе районов. Они представляют балет «Кармен Сюита». Зрители Сунтара и Верхневилюйска делятся восторженными отзывами. А ведь и правда, для них это не каждодневное событие. Талантливый мастер Анна Кузьмина делает просто потрясающе реалистичные куклы. В соцсетях гуляет подборка ее творений серии «Дети Севера». Здесь чукчи, нанайцы, тунгусы и, конечно же, саха. Каждая мельчайшая часть образа очень точно детализирована, начиная с лиц, заканчивая костюмами. А в Верхневилюйском улусе живет семья талантливых мастеров. Это многодетная семья Афанасьевых, Михаил и Аина. Они вырезают из фанеры и оргстекла различные сувениры. А с 2021 года молодые люди занимаются этим профессионально. Сезон охоты на северного оленя закрылся, но видеоохоту, конечно, никто не запрещал. Пользователи соцсетей поделились видео, на котором запечатлено стадо этих гордых животных, бегущих с ошеломительной скоростью. Впечатляет, правда? А вот до сезона охоты на уток осталось еще 3 месяца, но заядлые охотники уже ждут не дождутся этого момента. Один из них даже поет. Үчгейдағаны болара, үйрәкке мұс бара турара, керіге күртуя қоқсоро, киралан тобуғым тоңара, күнескі сереттан сылаян, керен оту бар түннерім, құтаға көксүбін сыраян, Серенен итиче ихерим, үчгейдағаны болара, үйрәкке мұс бара турара, керіге күртуя қоқсоро, киралан тобуғым тоңара, кеңі бір күйдісі тұттан, арқус аймана үрдіре, bir dileni tuttan sılayan, sanıbın min tuttan ılarım, üç gıydağını bolara, yürekke musbara turara, kerige kurtuya koksoro, kiralan tabuğum tağara, kiralan tabuğum tağara. И напоследок давайте посмотрим сюжет Дарьи Анкехова о знаменитом двойнике Леонардо Ди Каприо. Огромную роль в создании нашего утреннего проекта, конечно же, играют наши гости. Одним из самых ярких конкурсов за эти 5 лет был конкурс двойников. И меня уже ждет один из ее участников. Пойдемте знакомиться.
И вот она, святая святых. Именно здесь ежедневно с 5 часов утра работают визажисты национальной вещательной компании «Саха», которые ежедневно работают над нашим образом. Ну а рядом со мной уже наш утренний гость. Знакомьтесь, актер театра и кино, поэт-песенник Александр Ясень. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хочется прям, знаете, сразу сказать... Hello, мистер Ди Каприо. How are you? Nice to meet you. Расскажите, пожалуйста, вот как давно вы стали замечать вот это сходство вообще? Как часто вас узнают, можно Вышел сказать? «Титаник», вот Да. так и началось. То есть еще с тех пор? Ну, на самом деле, первый раз мне сказала моя девушка, с которой мы встречались уже чуть ли не полгода, и вдруг она раз как-то и разглядела, говорит, а я, по-моему, то ли стрижку сделал такую какую-то. Ну, а сегодня вот эта схожесть, она все-таки помогает вам, возможно, в вашей профессиональной деятельности или, наоборот, притормаживает? Ну, здесь все неоднозначно. Я профессиональный актер, и, конечно же, каждый актер хочет иметь свое лицо, свое собственное, ярко выраженное, узнаваемое. Мы знаем, что у вас есть такие, знаете, рекламные работы, да, то есть этот образ помогает заработать энную сумму денег, правильно? Заработать? Не знаю, мне кажется, я больше потерял за свою жизнь, потому что у меня были такие случаи, когда, значит, я делаю кастинг, и мне кастинг-директор звонит и говорит, я вот с режиссером поговорил, он говорит, ну что он не сменит прическу? Ну что он же на Ди Каприо похож. Поэтому часто, наоборот, меня не брали из-за того, что вы похож на Ди Каприо. Я далеко не сразу стал актером. Я где-то в 25 лет только поступил в ГИТИС. Вот. А до этого я писал стихи. И в некотором смысле это художник. Вот. А Ди Каприо уже снялся когда в «Титанике», он сыграл художника. Да? Ну, то есть не словесного, но он действительно художник. Я тоже художник посмотрел. И, может быть, он просто поймал вот эту вот как бы ниточку художника. А я есть настоящий художник. Понимаете? Получилось так, что он сыграл меня. Кто еще кого, да, вопрос? Да? Ну и, конечно, смотрите, какой же Ди Каприо без той самой статуэточки, да? Возите его везде с собой или почему он я сегодня думал, это здесь? вы мне наградите, а теперь я должен расколоться. Да? Ну да, это мой талисман, я даже сплю с ним иногда. Но на самом деле я шучу. Это Оскар возник потому, что я затеял проект такой, который называется «Якутский Ди Каприо». Вот как раз в 2016 году, когда якутяне отлили Оскар, якутский Оскар, родилась такая идея. Меня все время преследовала эта история. Похож. И тут я рассказываю моему преподавателю, а я тогда учился на режиссуре в АМГУКе, говорю, эту историю. Он говорит, так сними об этом, сними фильм, комедию на эту тему, что тебя перепутали с Ди Каприо. И вот год назад мы сняли тизер. Вот так, то есть Да? есть динамика, да? Да, то есть... динамика есть. Раз в год что-то происходит. Раз в год что-то происходит, да? Осталось найти спонсоров. Ну, помимо того, что вы талантливый актер, вы также являетесь поэтом-песенником. И я знаю, что у вас есть небольшое такое поздравление для всех телезрителей канала Якутия-24. Да, есть. Можно? Можно. Глаза и губы близко, так жарко даже слишком. Решиться бы решиться, мне снова это все снится. Помнишь нашу встречу, как все было тогда? Случайно наши взгляды встретились навсегда. Я шепнул тебе на ушко, а может ты мое счастье? Помнишь нашу встречу, как все было тогда? Случайно наши взгляды встретились навсегда. Я шепну тебе на ушко, а может ты мое счастье? Ну а у нас на этом пока все. Спасибо, что были с нами. Присылайте свои интересные новости на наш телеграм-канал, и мы с удовольствием поделимся ими с нашими зрителями. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.